Сёння наша размова про гербы белорусских городов. Увогуле, калі казаць про гербы, это, знаете, тема такая, которая сягае аж углыб средневечья, потому что гербы — это есть неотъемная частка, феодализма, скажем так. И это целая наука была, геральдика, там были свои законы. Вот, например, было такое, что при малявании герба не можно было мешать, допустим, металлы с металлами, эмали с эмалями. Что это значит? Металлы — это золото и серебро. Золото — это желтый, а серебро — это белый. Ну а эмали — это синий, зеленый, червоный там и так далее. И вот только мешанина вот этих металлов, то есть белого и золотого, разом с іншими колерами, и давала эстетику. До речи, гляньте зараз на основы колористики, там, в принципе, все гэтыя принципы, яны и есть. Так вот, у нас, в шляхтах наших, цікава наконт гербу проговорить можно, что частка гербов наших стародавних, яны, знаете, яны были вельми старые, яны были архаичные, яны, может, не знаю, яны малявались как некие руны. Ну вот, например, давайте вспомним герб тех же самых сапегов. Герб лис. Бачите, такая стрелочка и две поперечинки. Что к чему? Чему это лисом называется? А это вельми стародавний архаичный герб. Возьмите герб, например, лялива, да, бачите, некие полумесяцы, некие зорки, но так само стародавний герб. Ті возьмите, например, те же самые колюмны радзивилловские. Колюмны — это ассоциация, может быть, еще с киевскими князьями, с трезубом и так далее, то есть стародавние гербы. А в 1413 году у городе Городло, это на Буге, там была подписана Городельская вуния. Вуния, по которой больше 30 польских семьев даровала свои гербы шляхте католицкой Великого княжества Литовского. Якби таки, знаете, была такая подача, что типа мы уже такие цивилизованные, мы уже такие, знаете, рыцарская традиция, культура, ну а вы там в своих шкурах бегаете, ну вот дарим вам свои гербы и вас за уши потягиваем до европейской культуры. И причем, знаете, некоторые шляхты так цікаво было, что некоторые вот роды казали, что нам ваши гербы, мы ведем свой род, свои роды, свою историю еще от Полимона, от римских патрициев, а вы нам тут накидываете, некие тут ляхи, попривозили свои порядки. Ну, але іншыя сем'і так само приймали. И вот, до речі, сярод тых сем'яў, которые приняли польские гербы от польских семьев, то и были магнаты, до речі, радзивиллы. Вот их герб называется трубы. В основе этого герба есть 3 паляўнічых горна, 3 паляўнічых трубы. И вот это есть герб радзивиллов. То есть, бачите, в этих вот гербах, которые с Европы пришли, там добавляется вельми шмат элементов разных, да, то есть не просто некие такие, знаете, архаичные формы, некие стрелки, некие там руны, а как бы выява там жывёлаў, там, например, там бычья голова, просаженная мечом, таким боевая секера, те еще некие разные элементы добавляются на герба. Вот это одразу характеристика того, что эти гербы до нас пришли вот от Польши. Ну и вот як гербы были символом и привилегии шляхты, дворянства, что яны имели привилеи, так знаете, и вот позднее, с 13 стагоддзя, гербы начинают отрымливать городы. Это и такая интерполяция на то, что городы так само имеют привилеи, имеют свои правы. И вот это право городское до нас приходит на наши земли и отрымливает назву Магдебургская, потому что она появляется в 13 стагоддзі в немецком городе Магдебурге. По-иншему называли еще право это немецкое, городское право, теутонское право, но это все идея размова про одно и то же, что городы имели самокирование, то есть монархи или магнатерии давали права на развитие города самостойно, город имел свою землю, они имели свои льготы, в ogóle могли установить свою гибкую, гнуткую систему податков, льготирования, некие формировали фондики, например. Ну, вот, например, как невесты, сиротки не выходили замуж без посагу за неких там, знаете, за неких бомжей, за неких зэков бывших, то магистрат формировал им, например, фондик. Коли вот такая сиротка, невеста выходила замуж, то город давал за ее посаг, чтобы она могла выйти замуж нормально, по коханию, а не за то, за кого придется. Но если коли была подписана Кревская уния, первое союзное погоднение Великого княжества Литовского и Польского королевства, и административные процедуры, и в ogóle формы улады, и в ogóle формы правления княжества, они начинают сближаться с поляками, то вот праз 2 года после подписания этой унии первый город, который отрымал Магдебургское право самокирования, это становится город Вильня, 1387 год. Ну и после его праз несколько годов идет Брест, 1390 год, Гродно, 1391 год, ну и позднее уже іншие города Великого княжества Литовского, там Слуцк, Минск, іншие. И ведаете что, коли брать гербы сучасных наших городов, сегодняшние гербы, то вот вельми розница
те гарады, то есть как бы калі трошки вока вы набили, вы будете адразу адрозніваць, дзе гарады, которые мелі магдебургское право, и это герб магдебургскі, а дзе гарады, которые не мелі магдебургское право, и им это герб намалевали, например, ці у Российской империи, ці, например, на сессии горсовета падчас паседжання. Таму пойдемте пройдемся. Ну вот, например, первый блок – это гербы, которые связаны с темами духовными. Там показаны ці Христос, ці Мария, святые. Вот гляньте, например, столица Минск, и он мает герб Деву Марию, оточение анёлов. Это герб, который город атрымаў еще на конце 16 стагоддзя. Ці возьмите Витебск. В профиль Христос, его выява, написано ИСХС, то есть Иисус Христос, а внизе лежит меч. Цікаво, что некоторые города, которые не имели магдебургского права давнего, зараз они имеют так само такие вот гербы подобные. Но, например, герб Узды – это Петр и Павел стоят на белом фоне. Чему? Потому что там у них есть церква Петра и Павла. Ті молодечні. Так само Мария Дева с покрывом. Чему? Потому что Покровская церква, и там вот была стародавняя икона, была в этой самой церкви. Ёсць вельмі шмат гербаў беларускіх гарадоў, звязаныя з гандлем, з торговлей. Вот самый старый город Полацк, который мает как бы историю с 862 года, больше за 1000 годов, але тем не меньше на его гербе лодка под ветразем плывець по воде. Чему? Потому что Полацк у первую чергу был не военный некий центр, там не замок, не великая крепость, а город, который жил с Двины. И вы ведаете, что и вот там на Подвине, и он не один и абсолютно. Возьмите так само герб города Десна, так само был порт на Двине, вода несла товары в Ригу, в Балтику. Там так само лодка на этом ветразе плывець по хвалях. И так само Друе возьмите, та же самая аналогичный герб. Лодка на раскрытом ветразе плывець по хвалях. Чему? Тому что и в Друе так само был великий величезный порт, который зрабілі, которые отбудовали сапеги и вельмі активно гандлявали. Цікаво, до речи, чем же гандлявали, уже мимолету скажем, две были основные позиции, которые сплавляли по воде, по Двине в Ригу, типа Неману у Кёнигсберг королевец. Первая позиция это была жерня. То есть жерни купляли массово, сколько не привезешь, столько их бы купляли. А другая позиция это был строевой лес. Чему? Потому что из этого леса будовали корабли. И вот так само резали этот лес, сплетали плоты, и эти плоты сплавляли у Ригу ці у Кёнигсберг. На вот у позднейшие часы, допустим, вот у Бешанкович такие герб так само как бы на Двине стоит, ці, например, у Стовпцев такий вот самый герб. Чему? Тому что в Стовпцах так само был порт, там сплавляли этот самый товар по Неману в Балтику. Напевно, самый рыцарский герб, который есть у всех городов, это есть герб у города Лида. Когда вы вспомните, разделены пополам, с одного боку ключи от замка, а с другого боку таки пригожий геральдичный лев. Ну, коли казать еще про старожитные гербы, вот можно вспомнить герб Орши, так само как бы крыш с элементами. Ці вот перший герб Гомеля, до речі, это зараз рыська такая пригоженькая сидит, а перший герб города Гомеля это белый крыш на червоном щите. Это герб вельми подобный на такий регион, як герб Волыни, паўночна-заходняй Украины. Так само гербы, которые распавядаюць про воинскую славу конкретных городов, замков, то есть на этих гербах показаны замки. Ну, вот, например, на гербе Мядзель стоит замок, но это сучасный герб, але это прямое напоминание про то, что на острове Мядзель стоял островный замок, прямо на озере Мястра. Ці возьмите герб Любчи. Любчи так само стоит рыцарь с поднятым мечем у замковой браме и вот обороняет свой замок. Так само хрестоматийный приклад, это есть герб Могилёва. Так само рыцарь стоит в воротах у браме замка и обороняет этот замок. До речи, этот герб з'явився после того, как могилевчане в 1661 году там выбили неприятельский гарнизон, и в отказ на это король Ян Казимир и дает городу вот этот самый герб с рыцарем на фоне замка. А вот Борисово, например, там цікаво, что там есть так само замок, ворота, але уже как бы обороняет не рыцарь этот город, а обороняет святый Петр, который стоит над этим самым замком. Ну и чим же ж Радзівілам откажутся спокон вечные конкуренты сапеги? Поехали. Итак, напевно, самый яскравый приклад, где как бы сапежинский герб, это есть город Слоним. Герб этот город отрымал в 1591 году, еще за життем легендарного Льва Ивановича Сапеги. И вы знаете, что это один герб в Беларуси, где в этом гербе зашифровано имя и прозвище мецената. Глядите, лев стоит, лев, и тримает вот эту стрелочку с двумя поперечинками. А стрелочка с двумя поперечинками – это есть герб лис, это есть герб Сапегов. То есть лев Сапега, прогиб
зафіксаваны. Таксама мы можем еще паглядзець, допустим, город Березино. Там таксама ёсць на гербе, в короне сидит лис, ну там это не стрелочка уже, а реальный лис. Это таксама отсылка на тое, что там володали магнаты Сапеги. Это уже сучасный герб. Возьмите Бешенковичи. Там, як мы з вами казали, лодочка плыве гандлёвая раскрытым ветразем, але на гэтым ветразе намалявана гэтая стрелочка с двумя папяречнікамі. Гэта ёсць герб лис, герб магнатов Сапегаў, тому что яны володали Бешенковичем. И гляньте на Зельву. Там в копыте конік такі копыты поднявши. Ясно, что это сучасный герб сённяшні, але адкуль он там взяўся, тому что таксама Сапеги володали Зельвай, и в 18 стагоддзі яны пачалі проводиться анненские кірмашы, то есть громадные кірмашы, которые были одни из самых великих в Европе. И что ж там, чим гандлявалі? Там продавали коні. Шляхта шалела от коней. Она могла апошнія грошы отдать за гэтых коней. И тому это вот конные кірмашы, которые там были в Зельве, на их приезжали тысячи и тысячи и тысячи купцов. Ну, а зараз хотел бы звярнуць вашу увагу на герба городов, которые асабіста мне вельмі падабаюцца. Ну, вот поехали. Например, герб Пружанаў. Открываете, бачу, что змей заглатывая нейкого младенца. Думаете, боже, что за страхи, что за жахи там отбывались. Оказывается, все вельмі просто. За часами короля Жагімонта Старога на пачатку 16 стагоддзя гэты самы Жагімонт Стары взял себе в жонку молодую дзяўчыну Бону з Форцы, з Італіі. І каб ёй не было сумна, может быть, як бы он так не мог я там сам позабавіць асабіста, але каб ёй не было сумна, ён ёй падарыў некалькі гарадоў. У прыватнасці вот Рагачоў, прыватнасці Кобрын, Пружаны, а з Форцы мели вот такі вот герб, только там не змеи яны мели герб, а дракона, голова дракона, але так само гэты дракон паядае этого самое малое дзіцятка. Так само вельмі цікавы герб города Мсціслава, стародавні город, центр княства. Что ж там за герб? Бачи, дед собака, як все равно нейкі там, знаете, где-то она провинилась, может там как бы не то з'ела, ці может там где не там ногу поднявши, и так оглядається. А с облака вылазить рука Господня з мечем, кажет, я ж тебе паскуды дам, ты ж не уратуешься. Во, герб Мсціслава. Конечно, вельмі файный герб Ляховича. А что у Ляховича? Там конкретно промалёваны громадный гигантский замок Ляховский Хаткевича, который там стоял на протягу 16, 17, 18 стагоддзя. До речи, Ляховский замок был один из самых великих замков на территории Беларуси. Его помер был 190 метров на 220. Іншими словами, 6 мирских замков могло разместиться у Ляховским замком. И апошняе. Калі мы глянем на герб Іў, ён таксама не меў магдебургскага права, это сучасны герб, але там, знаете, сидит такая панна прыстойная у ренессансовым убранні, и на руках яна трымае книжку. Что это значит? Эта панна в ренессансовом строе, это Барбара Радзівіл. Чему? Тому что мы все ее называем «Черная панна Нясвіжу», там «Черная панна Нясвіжу», але она народилась в Биржанской линии, в Биржах, может быть, и в Вильне, жила у Вильні. Ці она была в Нясвіжу хоть калі? Открытое питание. Але дзе яна жила 5 гадоў, калі была замужем за сваім першым мужам Станіславам Гаштольдам, гэта было мястэчка Геранёны, там у іх быў замак. І вот гэты замак Геранёны, ён зараз знаходзіцца на тэрыторыі Івейскага района. Таму як бы на гербе Іўя гэта жанчына Барбара Радзівіл. А што за кніжка? А справа ў тым, што ў 16 стагоддзі у Іўі была друкарня, типографія. Но это тое, што мы маглі, знаете, вспомніць з наскоку, з налёту. А больш падрабязней слухаем, глядзім у наступных серыях.